Слово для выступления предоставляется представителю Верховного суда. Как же ее, а? Сапияновой Маргарите Насыркановне. Точки, да? Башечки. Верховный суд свою письменную позицию предоставлял Конституционному суду. Я в некоторых моментах остановлюсь. Согласно требованиям статьи 397 УПК КР Кыргызской Республики, приговор, не вступивший в законную силу, а также иные судебные акты суда первой инстанции могут быть обжалованы сторонами в апелляционном порядке. Право обжалования судебного решения принадлежит обвиняемому, оправданному лицу, в отношении которого велось или ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, их адвокатам, законным представителям их, государственному обвинителю или вышестоящему прокурору, потерпевшему и его представителю, а также лицам, на имущество которых наложен арест. Лицо, ответственное за возмещение материального ущерба или морального вреда, также вправе обжаловать судебное решение в части возмещения материального ущерба или морального вреда. Из вышеуказанной нормы следует, что в действующем уголовно-процессуальном законодательстве предусмотрены все лица, чьи права и интересы могут быть затронуты судебным актом. Отсутствие в уголовно-процессуальном законодательстве права лиц, не являющихся участниками процесса, на апелляционное обжалование решения суда первой инстанции, законодатель объясняет стремлением оперативно и в полной мере обеспечить защиту прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве, а также для предотвращения чрезмерной волокиты. И кроме того, особо хочется отметить, что принятым приговором в отношении одного лица не может быть предрешена судьба другого лица, поскольку приговор является процессуальным актом, содержащий ответ на основной вопрос уголовного судопроизводства о виновности или невиновности лица, в отношении которого выносится приговор. Соответственно, каждое решение, в частности приговор, является самостоятельным судебным актом в отношении определенного оправданного или обвиняемого лица, не затрагивая права и интересы других лиц. Вследствие этого часть 4 статьи 58 Конституции прямо указывает на то, что каждый осужденный имеет право на рассмотрение его дела вышестоящим судом в соответствии с законом. И вышеуказанная конституционная гарантия соответствует положениям Международного пакта о гражданских и политических правах, согласно которому установлено право каждого, кто осужден за какое-либо преступление, на то, чтобы его осуждение и приговор были пересмотрены в вышестоящей судебной инстанции согласно закону. Также отмечаем, что оспариваемые нормативные положения частей 1 и 2 статьи 397 УПК Кыргызской Республики соответствуют конституционным гарантиям, регламентированным в части 3 и 5 статьи 100. В целях осуществления судопроизводства на основе равноправия и состязательности сторон УПК Кыргызской Республики всецело обеспечивает право сторон на апелляционное обжалование. В силу части 5 статьи 100 Конституции Кыргызской Республики процессуальные права участников судебного процесса, а также права лиц, чьи права и интересы были затронуты решениями судов, в том числе право на обжалование решений приговоров, а также порядок их осуществления, определяется законом. Следовательно, уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики определены соответствующие субъекты обжалования, в связи с чем мы считаем, оспариваемые нормы не противоречат нормам Конституции. Спасибо. Все.